Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами. С вами программа «Новый день», и с вами Евгения Гурлева. И Максим Гоголев. Вы выспались, друзья? Готовы к новому дню? Да, я надеюсь, что выспались, а если нет, то просыпайтесь вместе с нами. Ну что ж, какие же сегодня даты мы отмечаем? Сегодня отмечается Всемирный день радио. Праздник молодой, отмечает его по решению ЮНЕСКО лишь 2012 года, а решение о выборе даты не случайно. Именно 13 февраля в 1946 году впервые вышло в эфир радио ООН, станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Радио является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и группы населения. К тому же кратковолновое вещание часто называют радиокризиса, поскольку такое вещание самым эффективным способом передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Более того, радио играет выдающую роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях. Ну, радио вещь абсолютно нужная, а еще оно создает настроение, а некоторые люди больше любят телевидение, а есть ценители кино, которые смотрят только киноленты. У кино есть разные даты. Всемирный день кино, День якутского, День российского кино. Но и сегодняшний день можно отметить как день начала кино. Ведь в 1895 году в этот день братья Луи и Агюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. История появления изобретения по легенде такова. Однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. Он не мог уснуть до самого утра, но к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. 28 декабря 1895 года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На бульваре Капуцинов в подвале Гран-кафе им был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Да, все у нас сегодня так связано. В 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. К этому времени уже функционировала Царско-сельская железная дорога. Но, несмотря на это, министры считали, что связь две столицы с железной дорогой слишком дорога из-за неровности ландшафта. И все же по настоянию царя Николая I чугунка была построена, и 650 километров рельс проложено идеально прямо. Исключение составили два небольших изгиба. По легенде, конструкторы воспроизводили их, следуя в точности начертанной Николаем I на карте линии. Когда император чертил будущую дорогу по линейке, карандаш, наткнувшись на его палец, сделал изгиб. Ну, собственно, государь сказал, а мы исполняем, да? Конечно. Что ж, мы хотели бы проанонсировать наших сегодняшних гостей. Мы сегодня поговорим, конечно же, с гаишниками, научимся финансовой грамотности. Поговорим о республиканской телевизионной олимпиаде, новшество, но которое пользуется большим спросом уже 8 лет. И в конце поговорим с нашими театралами. Поговорим о том, как поступить в театральный вуз мечты и как это можно сделать. Да. Что ж, мы хотели бы напомнить также номер WhatsApp, по которому вы можете задать вопрос нашим гостям, либо передать привет своим родственникам, друзьям, или поделиться с нами какой-то новостью по номеру 8 914 279 22 62. Ну что ж, далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром центральные Улусы минус 20, минус 24, днем минус 17, минус 19. В Заречных утром минус 17, минус 25, днем минус 17, минус 20. Южных минус 16, минус 18, днем минус 20, минус 21. Вилюйских минус 23, минус 27, днем минус 22, минус 24. Нижнеленских минус 25, минус 27, днем минус 25, минус 26. В западных Улусах минус 21, минус 24, днем также. В Колымо-Индигирских Улусах минус 20, минус 40, днем минус 20, минус 39. В Янских Улусах минус 28, минус 36, днем минус 26, минус 31. На северо-западе минус 20, минус 25, днем минус 20, минус 26. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 30 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер западный.
2,5 метра в секунду. Днем ожидается минус 25, минус 26 градусов. Ну что ж, друзья, незначительно похолодало, но тем не менее первый урок отвалился. А это Конечно. значит, что буквально еще неделька или две, и мы будем ходить, как говорится, с расстегнутыми воротничками. Но я думаю, Максим, все-таки стоит напомнить нашим телезрителям, какие нужно меры предпринять, чтобы не словить вирус. Во-первых, надо побольше в это время пить витамин С. Либо аскорбинку, либо витамины С, содержащие продукты, как лимон. Чай с лимоном. Цитрусы. Чай Да. с лимоном. Советуют, кстати, пить примерно 1000 миллиграмм в день. Или 3 чашки. Еще можно промывать нос соленой водой или специальными медицинскими растворами. Естественно, носить маску и почаще мыть руки после посещения каких-то общественных заведений или организаций. Ну что ж, друзья, если будете соблюдать эти меры, а еще высыпаться и правильно питаться, Конечно. вирус вас обойдет стороной, не переживайте. Ну а мы продолжаем наш эфир. Вручение статуэток Оскара в Голливуде уже состоялось, но, как водится, некоторые фильмы догоняют кинотеатры чуть позже после премьеры в Америке. Так случилось и на этот раз. К примеру, к фильму «Скандал». Там вы увидите прекрасных Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман. Очень интересная история. Также на этой неделе, сегодня буквально выходит в прокат продолжение замечательной лав-стори про фигуристов «Лед 2» российского производства, а также криминальная комедия, классика жанра Гая Ричи «Джентльмены». И это еще не все. Давайте посмотрим в следующем сюжете, что же нас ожидает в кинотеатре. Главное действующее лицо – твой босс, Микки Пирс. Знакомимся с киноновинками этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре Твой товар во все Лена времена уже был и сегодня. остается разрушителем миров. Ты потерял хватку. Настоящий Тебе Гай стоит Ричи рассмотреть моё вернулся предложение. после ряда не самых удачных с творческой точки зрения экспериментов. «Лента» и «Джентльмены». Британский кинематографист наконец напоминает, за что мы в свое время влюбились в его творчество. Яркие персонажи, взрывной нелинейный сюжет со свойственным ему юмором, колорит криминальной Британии, мощный актерский состав с Мэтью МакКонахи, Чарли Ханнемом, Колином Фарреллом и Хью Грантом. Все это превращает новый фильм Ричи в одну из его лучших работ за последние годы. Джентльмены. На эфирном телевидении очень жесткая конкуренция. Повоевать за зрительское внимание с «Джентльменами» попытается скандальная лента, которая на прошедшем «Оскаре» получила статуэтку в номинации «Лучший грим и прически». Драма «Скандал» посвящена реальным обвинениям экс-главы телеканала Fox News Роджера Айлза в попытках домогательства к сотрудницам компании. В фильме сыграли Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман. Также с этого четверга в кинотеатре «Лена» смотрите фильм «Скандал» на языке оригинала с русскими субтитрами. Я Соник, маленький синий сгусток суперэнергии. Синий еж Соник из культовой серии видеоигр в феврале заглянет на большие экраны. 20 минут назад выброс энергии обесточил В приключенческой комедии «Соник в кино» ему при помощи персонажа Джеймса Марсдена предстоит дать бой зловещему доктору-роботнику в исполнении Джима Керри. Сложно сказать, удастся ли авторам создать достойный семейный фильм, но с визуальным воплощением легендарного персонажа они справились весьма достойно. Думали, вы сможете сбежать от меня? Спорим, ты этого не ожидал? Да-да-да. Дай знать, если захочешь продуть мне еще один раунд. И только сегодня кинотеатр «Лена» покажет фильм «Форест Гамп» на языке оригинала с русскими субтитрами, а также документальный фильм «Однажды Тарантино». Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров современности, легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актерами, звездами его фильмов. How's Quentin different from other directors? I never fear.
Согласны ли вы взять в мужья? А завтра, в Колю, День всех влюбленных, Александра россияне смогут посетить Аркадьевича? премьеру фильма «Лед Согласна. 2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях. 2 года назад в этот же день вышел первый «Лед», ставший одним из самых успешных российских фильмов. В первом фильме «Лед» нас ждал традиционный финал, и жили они долго и счастливо. Правда, в продолжении истории любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши находится место не только прекрасному и счастливому, но на то она и сказка, чтобы подарить удивительную и дарящую надежду историю. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Что в социальных сетях я вчера читал очень такую приятную новость, что в «Лед 2» снялась Девочка наша из Якутянка, да. Якутии, фигуристка, надо посмотреть, оценить. Что ж, тема нашего первого разговора, конечно же, с гаишником мы поговорим, как мы называем в народе, Арсеном Прокопьевым, начальником отдела дорожного надзора управления ГИБДД МВД по нашей республике. Доброе утро. Доброе утро, Арсений Ильич, как Доброе у вас утро. настроение? Ну, утреннее, хорошее. Ну, будни Погода ГИБДД, они желает круглосуточные, Вы на самом приехали деле. на машине? Обязательно. Ну, я думаю, что вы просто соблюдаете, да, наверное, все правила дорожного движения Естественно, обязательно. Максим. Что ж, первый вопрос состоит такой. Как обстоят дела с аварийностью на автодорогах республики с начала года? Но сначала у нас с 2000 года в республике зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, при котором у нас 5 человек, к сожалению, погибло, и 77 человек получили различные тяжести, вреда здоровью. Ну, из них в городе Якутске это 26 дорожно-транспортных происшествий, 2 погибло и 34 раненых. На федеральные дороги общего пользования Лена, Вилюй и Колыма у нас 8 дорожно-транспортных происшествий, 1 человек погиб и 13 получили ранения. На региональных дорогах у нас 2 дорожно-транспортных происшествия, 1 погиб и 3 раненых. Ну, конечно, в основном это у нас несоблюдение скоростного режима, а также выезд на полосу встречного движения, опрокидывание. Все это, конечно, было связано, ну, скажем, все же зимний период, сами понимаете, что это у нас низкие температуры были, где у нас, особенно на трассах, таких как федеральные дороги или региональные, при Плохая низких, видимость, да? Да, плохая видимость в виде облака от выхлопных Впереди газов идущие транспортных машины, средств, да? впереди идущих больших грузов. И также это, конечно, выпадание осадков. Все вы видели, сколько у нас снега выпало нынче. Да. И на дорогах у нас образуется облако, снежное облако, тоже, которое затрудняет водителям сориентироваться или по ситуации в дорожных условиях. Ну, также мы проводим ежегодно мониторинг мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. За 2019 год у нас образовалось 7 таких мест. Все они в городе Якутске у нас. Это у нас перекресток Федора Попова, Богдана Чижика, Дзержинского, Строителей, Стадухина, выезд с озера Шорса у нас получается, Дзержинского, Кальвица, Чернышевского возле дома 4 и Федора Попова, выезд со стоматологии у нас. Вот То эти есть места вот буквально в более, одном квадрате, скажем так, ну, да? скажем, Самый напряженный участок. в городе, да, конечно. И водителей всех просим взять себе как бы на заметку и быть более бдительными, что на эти участки более такие у нас. Быть более собранными Да. на этих улицах, на этих перекрестках, да? Да, как обстоят, какая ответственность предусмотрена за плохое состояние дорог? И кто отвечает за это? Да, бывает же, что ДТП случается, ну, из-за ямы, из-за вот, что не справился Да, с управлением, да? Ну вот по республике у нас в 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых 12 раненых, у нас зафиксированы недостатки дорожных условий по городу Якутску, в 5, при которых 5 человек раненых. За соблюдением состояния дорожных условий, конечно, это несут ответственность собственники дорог, а также организации, которые содержат данные дороги. Ну, по административному кодексу Российской Федерации предусмотрено, по статье 1234 предусмотрена
ответственность на должностных лиц от 20 до 30 тысяч, на юридических от 200 до 300 тысяч. А также за повреждение дорог, а также дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, это светофорных объектов, дорожных знаков, допустим, да, предусмотрена ответственность на граждан от 5 до 10 тысяч. На должностных 25 тысяч рублей и на юридическое 300 тысяч рублей. Ну и, соответственно, устранение, да? Да, вот по устранению ежедневно инспектора дорожной службы, ДПС инспектора, которые у нас выезжают, фиксируют недостатки дорожных условий, составляют акт и передают в отдел дорожного надзора, в рамках чего выдаются предписания на устранение. И если не исполнение по статье 19.5.27 данного кодекса административных правонарушений, накладывается штраф. Ну, работа Все службы. материалы рассматривают у нас судами. Решение выносит суд. Ну, ГИБДД ведь не только штрафует, контролирует, скажем так, ограничивает. Вы ведь еще ведете обширную работу по предупреждению каких-то вот происшествий. Какая это работа? Конечно. В управлении госавтоинспекции есть у нас группа по пропаганде, а также во всех подразделениях госавтоинспекции по нашей республике. Везде у нас, или же, где у нас отсутствует, ну, скажем, инспектор пропаганды, возлаживаются обязанности на сотрудников, ну, скажем, больших подразделений, таких как Мирный, Нерюнгри, Алдан, у нас, разумеется, все предусмотрено. Есть специальный штат инспекторов пропаганды для повышения доведения до участников дорожного движения. Каких-то моментов. Да. Конечно. И такой вопрос, что же ждет, какие нововведения ждут вот, жителей Якутии В этом году. Вы все знаете, что в 2019 году реализуется национальный проект безопасности качественных дорог, ну и то же самое у нас в республике, по которому у нас предусмотрены проекты «Дорожная сеть», где заложено приведение в нормативное состояние дорожного полотна и общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Это установка фото-видеофиксации нарушения правил дорожного, а также автоматических комплексов весогабаритных параметров. Ну и безопасность дорожного движения – это третий проект. Это обеспечение скорой помощи в местах дорожно-транспортных происшествий и повышение уровня образования детей основам правил дорожного движения, о чем вы как раз и спросили. Да. Эта работа ведется, и госавтоинспекция является участником указанных проектов и входит в офисный проект данного, где мы мониторим полностью системе «Эталон», куда все выкладывается, ход работы, а также контракты и так далее. И принимаем самое активное участие. Ну, мы надеемся, что к концу года, когда мы с вами встретимся и будем подводить итоги, итоги окажутся положительными, у нас будет гораздо меньше происшествий по сравнению с предыдущим годом. Да. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Это было очень Хорошего информативно. вам дня и поменьше вам происшествий. Да. Что ж, дорогие телезрители, соблюдайте правила дорожного движения, так как зависит это на вашу жизнь и на жизнь окружающих. Сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Ежегодно 13 февраля в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Праздник был утвержден указом первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста, ученого, выдающего просветителя, демократа, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Еще в декабре 1913 года Семен Новгородов, обучаясь на Восточном факультете Петербургского университета, принял участие во Всероссийском съезде народных учителей, где выступил с докладом о необходимости обучения детей на родных языках. Якутский букварь был выпущен Семеном Андреевичем в 1917 году тиражом 4000 экземпляров и положил начало обучению родному языку в школах. А в 1923 году, благодаря неутомимой деятельности Новгородова, в Петрограде были открыты якутские шрифты по его алфавиту, представьте себе.
Якутский язык является одним из древнейших на планете. Ученые называют его одним из самых сложных и богатых языков мира. Якутский язык древнего эпоса Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Так что, дорогие телезрители, не забывайте свой родной язык, подучивайте, учите и побольше разговаривайте. Ну и как говорят филологи, язык это не просто средство коммуникации, это тот инструмент, который формирует культуру и самосознание народа. Да, ну бывает намного интереснее. Вот ты ездишь за границу, да? Бывает очень интересно. Ну скажи какую-нибудь фразу на своем языке. На русском? Здравствуйте, Да. я из России. Вот. Ну, русский это ладно, да, а вот на якутском это более интересно, если ты вот являешься представителем малой народности. Да, и начинают гадать, из какой же вы страны, из какой же вы народности. А все просто. Да. Россияне мы. Да. Друзья, ну мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас в гостях замечательные дамы, Да. в отличном настроении, проснувшиеся. Это Анна Яковлева, автор практикума Финкросс, педагог, юрист, финансовый консультант. И Надежда Симонова, руководитель по финансовой грамотности, менеджер по ресурсному состоянию, руководитель Поговорим мы на тему финансовой грамотности. Любим мы очень эту Да. тему в нашей программе. Ну что ж, Надежда, почему вы решили заниматься повышением финансовой грамотности именно населения? Ну, деньги играют огромную роль вообще в жизни человека, да, и в течение всей своей жизни через руки человека проходит огромный поток денег, да, Да. и умение как раз контролировать, регулировать, да, эти деньги и определяет успешность финансовую. А финансовая успешность человека, она определяет вообще успешность человека в целом, да, поэтому ну, вот на сегодняшний момент вообще вот владение финансовой грамотностью, финансовая успешность является одним из ключевых навыков жизнеобеспечения человека на сегодняшний день. Согласитесь, что вот в наше время как таковых деньги грамотных определяют детей, как бы да, как многие грамотных процессы. людей у нас его, к сожалению, очень мало. Ну, согласитесь, Да? Надежда, что есть вот такое, что бывает у человека и зарплата, ну, скажем так, не миллионная, а хорошо, крепко живет семья. А бывает, что Да, люди много да. получают, и как вода. Имея как песок. доход Ну от да. 40 тысяч, да, и имея там доход от 100 тысяч, семьи там живут совсем по-разному. совершенно по-другому. То есть вот умение вот как раз регулировать свои финансы, вот как раз-то вот это нас заинтересовал этот вопрос. И, естественно, следствием чего явился наш авторский проект. Автор, значит, Анна у нас, да, она расскажет об этом проекте. Проект называется «Финкросс». Анна, ну что за проект такой, Финкросс? Финансовый кросс. Да, Галопом по финансовый- Европам? Да, финансы. Ну, фин, да, это финансы, мы говорим, а кросс – это скрещивание. Да, скрещивание, то есть совмещение всех форм взаимодействия у нас идет, то есть круговая тренировка. Именно как управлять своими деньгами. А с какого возраста вот именно нужно обучаться финансовой грамотности? Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Ну, да. наверное, мировая экономика лет всем не дастся человеку. Да нет, конечно, но элементарные вещи, да, то, что материальные вот какие-то наши, да, хотелки, желания, Да. они стоят денег. Да? Дети маленькие, они 4-5 лет, они же хотят. Идешь с ребенком, Ну, конечно. ребенок Купи, что-то купи. хочет. Ага. И вот тут уже мы начинаем формировать, закладывать в ребенка, что ценность денег, да, что то, что мы покупаем, имеет цену свою. Да? Но при этом, чтобы не сильно потакать ребенку, есть родители, которые очень заняты, и в силу своей занятости они вот Откупаются это как будто. откупаются, да, именно. Обучаем уже. Ну да, ну Родители или детей в этой У нас ситуации? идет именно взаимодействие дети, родители, педагоги. ну, маркетологи магазинов как делают? да, Ой, вот? они страшно делают. Вся самая дорогая выкладка на уровне глаз ребенка же Да. идет. А как малышу объяснить, вот можно сказать, что вот этот киндер дороже, чем вот эта шоколадка, но он же не понимает, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим на тот же ЖКХ. Вот как раз там на занятиях мы об этом с детьми и проговариваем, что как нужно, да, откуда вообще деньги берутся. Они думают, что деньги у них как манна небесная сыпятся, да, какую-то карточку прикладывает папа к терминалу, да, и вдруг бац, и игрушка уже как бы моя, да, пошел к банкомату, вроде бы папа и снял какие-то деньги, то есть какой-то волшебный ящик, который выдает деньги, да. Дед Мороз, То есть мы наверное, их да? начинаем обучать или обучать тому, что
что такое семейный бюджет, откуда деньги берутся в семье. И вот оттуда мы им домашнее задание еще даем, и они начинают уже через своих родителей узнавать, откуда деньги у них поступают в их семью, да, какие расходы они несут, какие еще доходы бывают. Ну, в общем, у нас в основном такой прикладной проект. У нас 75% из того, что мы даем детям, это в основном все в игровой форме. Ну и то, что вот к реалиям, к нашим, вот то, что мы вот на сегодняшний день в семье имеем. Ну хорошо, то есть 25 теорий, понятно, а 75 что у нас детки, чисто наверное, не практическое. совсем еще ориентируются в финансах. Очень хорошо. Взрослые? А кого проще обучить? Ребенка или взрослого? С детьми работать, конечно, легче, потому что они более такой мягкий материал, они податливые, у них нету блоков, у них нету установок, нежели у взрослых. Да, со взрослыми надо это уже прорабатывать, их страхи, установки. Да, Например, какие блоки, страхи, установки? Ну, во-первых, то, что у взрослого населения, это как только слово инвестиции прозвучит, обманут, да? страхование, Не понадобится, видимо, да? пенсионные Зачем им накопления. нужно, да? Денег нет. И вот тут у нас уже наши страхи. Лишних нет. Да, лишних нет. Денег вообще нет. Страшная фраза, которую в принципе нельзя проговаривать. Да. А те, кто имеют деньги, они скажут, у меня есть деньги, у меня все в порядке. То есть вот само понятие финансовой грамотности, оно как бы не нужно уже. Хорошо. А вот по Финкроссу, получается, мы уже поняли, что можно работать с детьми и со взрослыми. Ну, а конкретно какие занятия? То есть название курсов? Так, мы проводим, во-первых, кружки для детей, тем самым мы охватываем наших маленьких, школьного возраста, это с 3 класса мы проводим, да. Значит, есть у нас еще проект, вот в этом же проекте у нас есть модуль еще для среднего звена, это для 6-8 класс, и есть еще для 10-11, которых мы готовим уже к будущей самостоятельной жизни. То есть вот так. И еще, значит, у нас есть модуль работы со студентами. Вот буквально в понедельник мы пойдем уже на встречу со студентами Финколледжа. Да, тоже посмотрим, насколько они у нас финансово грамотные дети, да, тоже посмотрим. И у нас еще в планах есть Финкросс модуль для поколения, для взрослого поколения, для поколения. Третий возраст. Для третьего возраста, да. Возраст, это наши пенсионеры, которые действительно вот попадают в очень такие нехорошие финансовые неприятности, да. Вот. И я думаю, что мы проводим еще мы интенсив игры, вот, куда привлекаем мы родителей. Вот по итогам всех наших занятий привлекаем родителей, их друзей, всю команду. И, в общем-то, мы смотрим, как они там у нас, насколько они грамотны, взаимодействуют. То есть у нас всегда идет вот прямо ребенок, родители, ну, а дальше их знакомые и все на свете. Да. Еще дополнительно у нас научно-исследовательская работа детей идет, да? Участвуем в НПК. Научно-практических конференциях. Есть уже победители у нас, то есть есть результаты, поэтому, в общем-то, есть чем хвалиться. Хотя этот проект мы начали реализовывать только вот с января месяца, и в проекте мы охватили уже более 120 детей. Хорошо, ну а цели, задачи? Ну, какие цели, задачи? Естественно, мы хотим уже масштабироваться. Понятно, что это авторский проект, что это требует очень много вложений, средств, да, финансовых. Значит, естественно, мы заключаем договор с сейчас ресурсным центром АКФА, который вот как раз нам будет помогать. По какому адресу вы находитесь? Как вас найти? Как вас найти, чтобы позаниматься? Есть контактные телефоны Анны и мои. Значит, в Инстаграме вас найти, наверное, в Инстаграме можно. Инстаграм у нас прямо так и называется, Финкросс. Ага, Финкросс. Обязательно найдите их в Инстаграме и не переключайтесь. Еще раз. Утро. Доброе утро. Друзья, вы смотрите программу «Новый день», мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Очередной новый способ мошенничества дистанционно стали использовать аферисты. Они похищают деньги с помощью мобильного приложения TeamViewer. Мошенники представляются сотрудниками банка и говорят, что хотят помочь сохранить деньги клиента, поэтому просят установить специальную программу, которая позволяет получить удаленный доступ к смартфону. Для подключения злоумышленники просят сообщить код, тем самым получают полный контроль над телефоном жертвы. Таким образом, были обмануты 5 человек. После установки приложения со счетов якутян в общей сложности списали около 5 миллионов рублей. Всего с начала года в республике зарегистрировано 60 случаев дистанционного мошенничества. У этого приложения имеется код, который и мошенники спрашивают у потерпевших. И после этого они получают полный доступ к телефону, ко всем приложениям, в том числе к банковским данным онлайн. Если вы скачали все-таки это приложение, не сообщать код. Якутия заключила 482 договора по программе «Дальневосточная ипотека». Всего же подобных кредитов в 11 субъектах Дальнего Востока с начала реализации программы было выдано почти 2300. В настоящее время лидирует Приморский край, там заключены 629 договоров. Дальневосточная ипотека стала вторым решением в области ипотечного кредитования по Дальнему Востоку, направленным на поддержку молодежи и семей с детьми. Первое решение было поддержать те семьи, у которых есть дети, для них доступен кредит под 5%. Президент на Восточном экономическом форуме принял решение поддержать молодые семьи, предоставив им ипотеку под 2% годовых. Сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Праздник был учрежден указом первого президента республики Михаила Николаева в 1996 году. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста, ученого выдающегося просветителя, демократа, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Запуск международного интернет-портала языков коренных малочисленных народов Севера Элкен, а также презентация большого толкового словаря якутского языка станут главными событиями торжественного собрания общественности ко дню родного языка и письменности. Мероприятие начнется сегодня в 18 часов в столице в Государственном театре оперы и балета. А между тем стали известны имена победителей фестиваля конкурса «На крыльях стерха и жар-птицы». Торжественная церемония награждения состоялась в Доме дружбы народов в Якутске по 7 номинациям: русская песня, танец, проза, учитель и преподаватель русского языка и литературы, поэзия и актерское мастерство. Кроме того, что это сделала русская община, у нас нашлось очень много партнеров, скажем так, и финансовых, и организационных, которые решили, что этот фестиваль должен продолжаться дальше, каждый год, чтобы выявлять, потому что мы нашли кучу недочетов, что-то мы не учли, потому что не получилось с актерским мастерством, совсем неправильно подавали заявки. Например, как пример я привожу. И поэтому у нас есть к чему стремиться, улучшать. Основная цель мероприятия – поддержка русского языка и русской культуры. Именно поэтому в будущем фестиваль планируется проводить ежегодно. Для нас это большая честь, особенно в русле идеи, что филологическое образование 21 века живет, развивается. Для нас это большая честь, потому что мы учились у выдающихся людей своего времени, у Николая Георгиевича Самсонова, у Анатолия Алексеевича Бурцева, у Миры Яковлевны Мишлемович и многих других. И очень приятно, да. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Восьмая республиканская телевизионная олимпиада по финансам и экономике. То есть она проводится с 2013 года. И у нас в гостях Анна Набережная, спикер, директор финансово-экономического института Северо-Восточного университета. Анна Тимофеевна, доброе утро. Как настроение? 8 лет – это хороший результат, да. Это большой срок. С какой целью каждый раз эта республиканская телевизионная олимпиада проводится? Начиная с 2013 года Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство образования и науки нашей республики и Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета
проводит ежегодную телерадиоолимпиаду, телевизионную олимпиаду. И целью этой олимпиады является повышение уровня финансовой грамотности наших школьников. Кроме того, они показывают свою креативность, творческое начало, умение анализировать. И благодаря этому к нам поступают лучшие ученики нашей республики. Какие этапы вот, подготовки вот, от начала до конца? Как это все проходит? Олимпиада ежегодно проводится в 3 этапа. Первый этап муниципальный. В этом году он будет проводиться до 17 февраля. Проводится регистрация на якутском открытом портале образования. И зарегистрировавшись онлайн, ученик, школьник, он проходит свой дистанционный муниципальный этап, сидя за компьютером у себя дома в комфортной абсолютно обстановке. И после того, как он набирает определенное количество баллов, результаты буквально сразу же ему видны, как он успешно прошел это тестирование. Затем отбираются они на на республиканский этап, который дистанционный тоже. И там уже проводится тоже в формате дистанционном на этой же площадке Якутского открытого образовательного портала в виде аналитического эссе на актуальную экономическую тему. Она должна быть снабжена какими-то очень интересными мыслями. Человек должен аргументировать свое мнение за и против, как он относится к тому или иному экономическому процессу, явлению, может быть положительному, может быть негативному. То есть то, что его интересует. И по результатам отбора по каждому району улусу отбираются наши лучшие ребята. И 14 человек приедут сюда, на площадку национальной вещательной компании «Саха». И мы с организаторами 28 марта уже проведем очный республиканский заключительный этап, по результатам которого победитель получит возможность поступить на целевое место в финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета. Вот этот вот финальный, очный этап, в какой форме он будет, как это будет выглядеть, что ждет ребят? Ребята, они пусть не волнуются, потому что вопросы готовит наш организационный комитет, куда входят в том числе и ведущие финансисты нашей республики, и экономисты. И, естественно, зная, что наши школьники очень продвинутые, очень грамотные, но вместе с тем, чтобы они не волновались, задаются вопросы, в том числе и в форме комментария к какому-нибудь ролику, видеосюжету. Что вы думаете по поводу этого? Да. И темы достаточно такие актуальные о кибермошенничестве, о мошенничестве в банковской сфере и так далее. Вопросы тестирования также они связаны с тем, что происходит у нас сегодня в окружающей нас действительности. И потом уже в конце подводятся итоги и выбираются победитель и 2 призера. Ага, какие организаторы? Вот кто в составе коллегии организаторов? Коллеги организаторов, ежегодно это, конечно же, наш локомотив, это Министерство финансов нашей республики, Министерство экономики, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, ну и, конечно же, финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Вот этот оргкомитет, мы работаем уже давно и достаточно успешно. Ну, а сроки этапов? Сейчас какой-то уже Сейчас у нас этап регистрации, он до 17 февраля проходит. И, конечно же, нужно успеть зарегистрироваться на сайте данной олимпиады. Адрес online.edu.dob.ru, верно? Да. А также как можно еще вас найти? Там, не знаю, по адресу, Уточниться, позвонить по номеру телефона. Уточниться, позвонить можно по контактам, которые размещены на сайте Северо-Восточного федерального университета по ссылке «Финансово-экономический институт». И есть там вкладка очень хорошая «Малая экономическая академия», которой у нас руководит Елена Егоровна Компеева. Она проводит очень большую организаторскую работу в сфере повышения финансовой грамотности, готовит школьников для участия в олимпиадах. Ну, если что, можно и позвонить, и уточнить, можно позвонить ее и найти либо меня, либо ее. Что дало предыдущим победителям, кроме целевого места ФИИ? Да, вот тем, которые были 8, 7, 6 лет назад. Вы их как-то отслеживаете, их судьбу? Да, конечно. Это очень яркие личности, потому что те люди, которые прошли вот такой вот очень сложный
процесс отбора, они показали себя на самом деле в процессе обучения, показали себя настоящими звездами, потому что они участвовали и в спортивных мероприятиях, показали себя активными и в научной деятельности. Кроме того, мы хотим назвать имена, наверное, наших лучших победителей. Это Савина Екатерина, Алексей Семенов, он у нас нынче продолжает обучение в магистратуре. Тоже показывает очень высокие результаты по научным исследованиям. У него имеется уже достаточно много публикаций. Он может уже конкурировать с ведущими учеными. Возраст какой сейчас у них? Возраст какой? Ну вот посчитайте. Сейчас Плюс у нас 8. Алексей учится в магистратуре, то есть 6 лет с начала окончания школы. Ему сейчас 23 года. Вот примерно для представления в конце победитель получает кубок, медаль, что-нибудь такое есть? Сертификат. Ну, я хочу поделиться таким секретом. Каждый год наши спонсоры, в числе которых выступает и Министерство финансов, и Национальный банк республики, они нашим финалистам выделяют отличные призы. В прошлом году это были ноутбуки. То есть, это всем 14, которые приедут в Якутск, да? Ну, я не гарантирую, что всем 14. Ну, лучшим это точно. Лучшим это точно. Тройка точно. И есть один нюанс. Если у нас первый человек, который занял первое место, он поступит по баллам в какой-то другой вуз, на эту позицию поднимается... Автоматически очередь подвинется, да? Да, это очень интересно. Поэтому тот, кто не занял второе место, у него есть все шансы поступить к нам уже на целевое место. Кроме того, участие в телеолимпиаде дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении на общем конкурсе. А вот это вот вообще очень хорошо. Вот мы смотрели киноафишу «Оскар», да, я думаю, что вам нужно что-то создать такое, типа оскаровское, Оскароподобие. Да, чтобы знали, что это вот просто звезда ФИ, там, я не знаю, юная звезда. Да. Большое спасибо, что пришли. Удачи ребятам, будем следить за вашим проектом. Спасибо. А что ж, вы не переключайтесь. Скоро продолжим. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день», и у нас отличное настроение. Надеюсь, у вас точно такое же. Надеюсь, вы готовы к трудодню. А кто ищет работу, вам будет интересно послушать, какие же вакансии подготовила биржа труда. Требуется... Интрига сейчас нас Да, включат. интрига нарастает. Требуется заместитель начальника отдела на транспортной связи, материально-техническое снабжение и сбытие. Образование не ниже среднеспециального, опыт работы в продаже приветствуется, готовность и так далее. Мы не успели сказать зарплату. Преподаватель информатики, высшее образование, направленность которого соответствует учебной дисциплине инженерного графика. Дополнительное профессионально-педагогическое образование, желательно опыт работы преподавателем не менее 1 года, заработная плата 32 тысячи рублей. Так, требуется преподаватель математики, высшее образование, среднепрофессионального образования, дополнительное свидетельство о повышении квалификации, прием по результатам конкурса по предварительным заявлениям. Заработная плата 30 325 рублей, ни больше, ни меньше. Хорошие специальности, хорошие возможности. Да. Друзья, хочется напомнить вам о том, что наша программа собирает заявки на флешмоб, на исполнение песни «Катюша». Собирайтесь друзьями, коллективами от 10 человек, снимайте то, как вы исполняете любимую песню военных лет «Катюша» на видео, отправляйте к нам на почту utro.nvk@mail.ru, и вы увидите себя в нашем прямом эфире. Да, в прямом эфире сегодня два коллектива звезд. Это первая Покровская СОЖ, и вторая, к сожалению, не отправила титр, но я думаю, что вы себя узнаете. Думаю, друзья и родные и друзья узнают. И родные также узнают. Смотрим. Песню заводила,
Друзья, ну вот такая хорошая эмоция от любимой песни, от Катюши. Ну а мы продолжаем наш эфир, продолжаем делиться хорошим, позитивным. И у нас сегодня наши любимые, наверное, гости из разряда театралов. Итак, мы рады приветствовать Дмитрия Ивановича Трофимова, заслуженного артиста Республики Саха-Якутия, и Марию Николаевну Ларину, выпускницу Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну и, собственно, поговорим мы о делах театральных и, наверное, в первую очередь о поступлениях, да, Максим? Да, конечно. Тоже доброе утро, уважаемые телезрители. Да, доброе утро. Да, Дмитрий, ну а как поступить в театральный институт имени Щукина? Вот есть новости, я знаю, что... Да, есть новости. Для театра это приятная новость, потому что мы будем готовить, надеюсь, это все случится, высококлассных специалистов в городе Москва. В одном из лучших вузов страны, это училище имени Бориса Щукина. А как поступить? Ну, нужно созвониться с театром, зайти на сайт Русского театра, посмотреть, там данные все, в принципе, есть, узнать, что для этого нужно. И это для городов Ленск, Алекминск, скажем так, Мирный, Нерюнгрим. Я приглашаю подключаться к этому процессу. А буквально 17 числа в 15:00 мы ждем тех, кто на дополнительный добор в кандидаты в абитуриенты для поступления. Кандидаты в абитуриенты. Да. Как-то очень сложно звучит. Что это за категория такая? Это такая категория, не все попадут, я так думаю, на вступительные экзамены, но... Как бы предварительно. Да, предварительно. Нам нужна какая-то... Пристреляться надо, да? Генетическая масса, нехорошее слово на самом деле, но тем не менее, нам нужны ребята, чтобы из них можно было отобрать. Кто-то, кто не поступит, пусть не отчаивается, могут поступить в другие вузы. Конечно. Потому что талант — это штука такая субъективная, не все попадают, тем более там мест у нас количество ограниченное, но те, кто попадут, конечно, это будет очень круто. Сколько человек ожидаете, наплыва, и сколько возьмете? 5-7 человек, я так думаю, да, попадут в этот прославленный вуз. Надеюсь, все дойдут до конца, потому что обучение очень сложное. Это вообще очень штучная такая профессия, и подход к воспитанию артиста тоже такой индивидуальный и штучный. Сколько на курсе обычно человек учится в Москве? Да, по-разному. Бывает, набирают курсы по 30 человек, а выпускают человек 15-12. То есть отсев идет беспощадно, тоже, да, очень тяжелый труд артиста. Тут, наверное, спросим, чтобы Мария к нам подключилась. А как актеров, студентов отсеивают? Мне кажется, если ты творческий, то ты творческий. Да, вообще какой процесс? Это я понимаю, если ты математику не сдал, все, двойка, иди отсюда. Ну, я училась в Высшем театральном училище имени Щепкина. Наш курс был маленький, нас было всего 15 человек, поэтому к нам было пристальное внимание. К счастью, мы все дошли до конца. Вообще отсев идет такой основной где-то в первые 2 года. И есть же такие случаи, когда человек сам понимает, что эта профессия не для него, и он не готов отдать всю свою жизнь театру, служению театру. Ну и, конечно, такие моменты, как талант, профнепригодность и прочее, тоже присутствует. Да, потому что одно дело, когда ты для друзей на гитаре играешь, в какой-то шумной компании или какой-то артист, а когда ты попадаешь во все это, там помимо того, что ты должен быть человеком творческим, ну, как есть такой творческий беспорядок, такое понятие, плюс еще собранным, потому что... Наоборот, да? Да, наоборот. Да. Театр — это на самом деле как в армии. Там все по распорядку. Да, все. Вот я бы хотел узнать, вы дружили ли со студентами Щукинского, допустим? Или у вас какая-то конкуренция была, или что? У Марии Николаевны есть большой друг, педагог Щукинского училища. Она может про него пару слов сказать. Ну, расскажите только честно. Да нет, на самом деле все театральные вузы, студенты, естественно, дружат между собой, хотя каждый готов про свой вуз бесконечно долго рассказывать, почему именно этот вуз и чем он отличается от всех остальных, что у нас там традиции, у нас обычаи и прочее, и прочее. Нет, мы дружили. И потом уже после окончания, когда где-то пересекались на кастингах, то там уже как-то не возникало абсолютно никаких разногласий. Вот. А педагог, да, я знаю педагога с Щукинского училища, это Михаил Григорьевич Стреняк, очень известный режиссер, снимал и снимался в кино. Приезжал в Читу на постановку, на тот момент я там работала, там мы познакомились. Да. Ну, все-таки такой, может быть, некорректный, не политически корректный вопрос, но вот так с языка и хочется. Разница между щепкой и щукой?
А что лучше, а что хуже, а что к сердцу милее? У них есть традиция такая, они когда выпускаются, памятник Щепкину крутят вокруг своей оси. В этом вся разница. Он дико тяжелый. Я вам скажу, условно, вот мы посмеялись в коридоре, это буквально быстро пришло на ум, чем отличается школа-студия МХАТ, Щука, Щепка. Щепка, вообще все мы родом из Щепки, на самом деле, все. Это родоначальник, и Станиславский это признавал. Но вот Щепка, выходит человек, представитель этого направления, говорит, и все говорят, боже мой, какой он естественный, какой он органичный. Выходит представитель школы-студии МХАТ, начинает говорить, как это здорово. Он еще берет стакан с чаем, кладет туда кусочек сахара, говорит, боже мой, как это интересно. Выходит представитель Щуки, делает все то же самое, только еще подпрыгивает и кувыркается. Ну так условно. Такой профессиональный юмор, да? Допустим, если говорить о Щепкинском институте, у нас очень подробное и реалистичное существование на сцене. Всегда очень логичное. То есть я не просто пришел, зашел в комнату. Так, а в школе-студии МХАТ как будто бы нелогичное. Так, друзья, не ссорьтесь. Подробное. Вот видите, мы с вами говорили о том, ссорятся или не ссорятся. Чтобы не создавалось впечатление, что человек играет, а именно живет. Но, кстати, в Щуке как раз мастера острого рисунка. Там они на это затачиваются. Ну и будем надеяться, что у нас в Якутии найдутся достойные таланты, которые и до финала дойдут, до выпуска. И мы сможем потом их оценить даже на нашей сцене. Ну тоже держим пальчики, молимся своим богам. Хорошо. Ну, немножко, наверное, от темы учебы отступим. Все-таки, когда в эфир приходят театральные гости, хочется расспросить, что же новенького, да? Ну вот Мария Николаевна буквально приступила к репетициям. Это сказка «Незнайка», там в солнечном городе. Я уж не знаю, меня не взяли в этот материал. Кстати, вы прямо подходите. На Незнайку? Не знаю, вот на всю эту солнечную историю, на всю эту детскую сказку. Да, у меня есть. Кого играете? Я играю малышку, коротышку, веселую, озорную. А кого говорить, пока не буду. Вот так, спойлер такой получается. Ну вот, готовится сказка. У нас буквально скоро приступит к блокбастеру Андрей Савич Борисов. У нас только блокбастеры ставят. На меньше его не зовем. Вот ждем, когда они вернутся из Индии, выпустим сказку. И, видимо, Андрей Савич приступит к спектаклю. Мы всегда этого ждем, потому что репетиции с ним не похожи ни на одну другую репетицию. Это глубинное погружение. Будет очень много гостей, будет много всякого такого интересного реквизита, артефактов, поэтому мы всегда ждем. Вот что это будет? Что? Или прям вообще не это, скажем так, «Два берега Победы» смотрели? Кстати, спектакль, который у нас будет сегодня. Это будет, скажем так, продолжение этого спектакля. О, это нужно посмотреть обязательно. Ну и в преддверии Дня Святого Валентина я бы хотел узнать, где и как вы познакомились. Да, если телезрители не догадались, у нас сейчас в эфире сидит пара. Ну, я всегда шучу, говорю, а как вы познакомились с Марией? Ну, в метро увидела высокий двухметровый блондин голубоглазый. Наверное, швед. А нет, на репетиции. Оказалось. Да, на репетиции. Это была репетиция, антрепризный спектакль. Мы познакомились там, а я уже репетировал. Потом пришла еще группа артистов. Посмотрели. Ну вот, и вы вернулись в Якутию, в Якутск, радовать Сердце мое дрогнуло. И стали вы женой декабриста, буквально. Буквально так и есть. Ну давайте, репетируйте, обязательно придем к вам на новые постановки и на вашу сказку, и действительно на то, что готовит Андрей Савич. Спасибо, приходите. Что ж, да, действительно нужно культурно обогащаться, ходить в театр, и тем более на таких замечательных актеров. Друзья, мы желаем вам хорошего дня. Русский блок с вами прощается. Мы передаем руль правления нашим коллегам из якутского блока. Да, Айталине и Петр. Ну, встретимся с вами еще завтра, в пятницу.